10 мая уважаемый Эмомали Рахмон провел рабочее совещание с членами правительства Республики Таджикистан, руководством исполнительного аппарата Республики Таджикистан и других государственных структур. Глава государства дал конкретные поручения и указания руководителям республиканских министерств и ведомств, ответственным лицам исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан по процессу подготовки 30-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан, своевременному вводу в эксплуатацию малых и крупных юбилейных объектов, практическая реализация государственных программ развития важных отраслей народного хозяйства страны, ускорению сбора урожая, закупке и экспорту сельскохозяйственной продукции, успешному подведению итогов социально-экономической деятельности за 4 месяца 2021 года. Руководителям соответствующих министерств и ведомств поручено, используя благоприятные погодные условия, как можно скорее завершить весеннюю посевную кампанию, эффективно использовать все имеющиеся возможности для своевременного получения минеральных удобрений, техники и сельскохозяйственных машин, ввода залежных земель, всесторонней подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Глава государства также дал поручение руководителям силовых и оборонных структур страны в связи с нынешней ситуацией на таджикско-афганской границе безотлагательно предпринять меры по безопасности и укреплению охраны государственных границ, по борьбе с преступностью, особенно с экстремизмом, терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. После обретения государственной независимости важной и первоочередной задачей правительства Республики Таджикистан было обеспечение устойчивого развития национальной экономики страны. Для достижения этой задачи были определены стратегические цели, одной из которых был вывод страны с коммуникационного тупика. Результатом постоянного внимания и забот высшего руководства и правительства страны дорожная и транспортная отрасль страны с каждым годом начала развиваться и был обеспечен выход из коммуникационного тупика. В рамках достижения данной цели было запланировано строительство и реконструкция автомобильных и железнодорожных дорог, мостов, туннелей, аэропортов и другая транспортная инфраструктура. Все запланированные работы были качественно и своевременно выполнены в соответствии с международными стандартами. После достижения данных стратегических целей был обеспечен выход к мировым рынкам и увеличение оборота торговли, снижение цен на транспортные услуги и многократное повышение жизненного уровня населения. Как сообщили ответственные сотрудники Министерства транспорта, в ближайшие годы запланировано строительство более 1500 километров современных дорог международного назначения. В транспортной отрасли республики продолжаются работы по реализации 15 государственных инвестиционных проектов. В текущем году запланировано завершение еще 4 государственных инвестиционных проектов, в результате чего будет завершена часть работ автомобильной дороги Душанбе-Кизилкал-А, главной автомагистрали Душанбе-Бухтар-Куляб-Шамсидин-Шохин. Также будет сдана в эксплуатацию автодорога Шкеф-Калайхум, автотрасса Куляб-Калайхум и автомобильная дорога Куляб-Муминабад. Необходимо отметить, что для строительства и реконструкции транспортной и коммуникационной инфраструктуры и возведения транзитных коридоров в текущем году намечено начало реализации еще 10 государственных инвестиционных проектов. В частности, в рамках данных проектов намечено строительство дороги Обигарм-Нурабад, главной дороги Душанбе-Кулман, автодорога Кизилкал-А-Бухтар, главной автотрассы Душанбе-Бухтар, а также автодороги Хулбук-Тимурмали-Конгурт-Бухтар-Дангара и Худжан-Канибадам. Согласно мировой классификации качества дорог, которая составляется ежегодно международной исследовательской организацией «Мировой отчет конкуренции», рейтинг состояния автомобильных дорог Таджикистана за последние 2 года улучшилось на 20 позиций. В современном мире повышение качества системы науки и образования, воспитания подрастающего поколения является неотъемлемой частью правительства страны. В Бабаджан-Гафуровском районе Сагдийской области наравне с сооружением ряда вспомогательных объектов различного назначения особо уделяется внимание и сектору детского дошкольного образования. В целях восстановления дошкольных учреждений и их дальнейшего развития постановлением правительства страны утверждена государственная программа развития системы дошкольного образования Республики Таджикистан на 2006-2010 годы. Реализация указанной программы дала возможность улучшить контроль и руководство деятельностью дошкольных учреждений, а также оказание методической помощи заведующим, воспитателям детских садов и специалистам отделов образования городов и районов страны. Нужно отметить, что за последние годы при поддержке правительства страны на территории Сагдийской области были соорудированы и сданы в эксплуатацию ряд детских дошкольных образовательных учреждений. Путем реализации данной программы воспитанием охвачены порядка 10 тысяч ребятишек.
С целью внесения своего достойного вклада в обеспечение продовольственной безопасности республики работники сельского хозяйства города Турсунзаде готовятся к весенним поливным работам. Для своевременного выращивания бахчевых культур прежде всего нужно заблаговременно подготовить поля и провести необходимые агротехнические пахотные мероприятия. В сельском джамуате Ригар 80% населения заняты земледелием и садоводством. В данном селении имеется 688 гектаров пахотных земель, где до сегодняшнего дня завершены планы осенне-весеннего сева бахчевых культур. Дехкани селения Ригар в текущем году посеяли на площади 457 гектаров пшеницу, 36 гектаров лука, 10 огурцов, 10 гектар помидоров и 7 гектаров других овощей. С целью обогащения внутреннего рынка страны и снижения цен на сельскохозяйственную продукцию, труженики селения Пахтаабад города Турсунзаде посеяли на площади 583 гектаров различные бахчевые культуры, такие как картофель, помидоры, огурцы, пшеница и другие овощи. Дехкани сообщили, что выращен хороший урожай картофеля, который в ближайшие дни поступит на рынки республики. Хлопководство в Таджикистане является одной из основных и прибыльных отраслей народного хозяйства. После переработки из пряжи хлопкового волокна вырабатывают более 300 видов продукции. С целью выращивания богатого урожая хозяйственники и хлопкорубы республики стараются рационально использовать пахотные земли и ускорить сев хлопчатника. Согласно данным, на 1 мая 2021 года в стране высокими темпами продолжается сев этой стратегической культуры, и план посевной выполнен на 95%. Как сообщает Управление по растениеводству Министерства сельского хозяйства республики, на данный период в городах и районах республики посеяны 180 944 гектаров пахотных полей, отведенных под хлопчатник. До настоящего времени хлопкорубы Сагдийской области выполнили план сева хлопчатника на 91%, Хатлонская область на 98,7%, районы республиканского подчинения на 52%. Если сравнить темпы сева хлопчатника с прошлым годом, то на данный период 2020 года в республике было посеяно 171 709 гектаров пахотных земель, что на 9234 гектара меньше, чем в текущем году. Уже третий год, как наша страна объявляется годом развития села, туризма и народных промыслов. Эта инициатива дала серьезный импульс развитию туризма и повысила интерес туристов к нашей республике. Для освещения исторических и туристических объектов страны Комитетом по развитию туризма при правительстве Республики Таджикистан была направлена группа журналистов для освещения туристических объектов Хатлонской области. Это первая поездка по маршруту Душанбе-Дангара-Балджуван-Ховалинг-Муминабад, который планировался для дальнейшей мобилизации местных и иностранных туристов. В ходе визита гости сначала посетили культурный центр Хурамшахр в районе Дангара. Хурамшахр – один из самых красивых и уникальных дворцов Средней Азии, состоящий из нескольких современных залов. В ходе визита представители также посетили дворец культуры Балджуванского района. Было отмечено, что в честь годов развития села, туризма и народных промыслов и достойной встречи 30-летия независимости Республики Таджикистан в Балджуванском районе планируется построить 375 объектов различного назначения, в том числе 13 гостиниц, 80% которых будет построен в сельской местности. Нужно отметить, что Республика Таджикистан является обладателем богатого культурного исторического наследия и природных ресурсов, имеет реальный потенциал для привлечения многочисленных туристов в страну. В Таджикистане 12 мая официально отмечается День шашмакома. В 2000 году уважаемый Эмомали Рахмон издал указ о дальнейшем развитии искусства шашмакома и присвоении государственного статуса ансамблю шашмаком имени Фазлиддина Шахобова Комитета по телевидению и радиовещанию при правительстве Республики Таджикистан. С тех пор ежегодно в эти весенние дни отмечается День шашмакома, сопровождаемый красочными программами мастеров и любителей этого прекрасного искусства. Шашмаком был признан мировым шедевром 7 ноября 2003 года. Классическая музыка шашмаком была внесена в список ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального наследия человечества». Шашмаком в дословном переводе это 6 макомов или ладов. Маком называется многочастно вокально-инструментальная сюита. Структура макома делится на инструментальную и вокальную составляющие. Сначала она развивалась на 12 макомах. В 6 эта музыка впервые описана в научных трактатах начала
XVIII века. Она была сформирована в Бухаре. Эта музыка кажется грустной и, возможно, заунывной, хотя большинство ее исполнителей поет о великой любви, о той, какой ее понимали суфии. Это когда, воспевая красоту, например, женщины, поэт суфи все же обращался к Богу. Музыка шашмаком и сейчас не для всех. Истинные ценители этого искусства должны как минимум разбираться в высокой поэзии. Стихотворной основой вокальных частей шашмакома является произведение классиков таджикской поэзии Хафиза, Саади, Джами, музыкальное сопровождение танбура, дутара и дайры.